Карабулакская первая школа – одна из самых старых в городе. Ежегодно из ее стен выпускаются десятки ребят. Как и в любом учебном заведении, есть у преподавателей воспитанники, которыми гордятся, и те, кто потерялся на жизненном пути. В их числе и молодые люди, которые тайно уехали воевать в Сирию. Директор школы, открывая встречу, подчеркивает, в течение всего учебного года со школьниками ведутся разъяснительные беседы на уроках. На фоне сложившейся ситуации в школах региона особо пристальное внимание уделяется учителям предмета «Основы религии». Учителя, которые работают, например, в нашей школе, да и в любой школе республики, у них всех есть сертификаты. Они не просто так работают в школах, не директор их принимает. У них идет сопровождение сертификата богослова. Они стоят на учете, приходят правоохранительные органы, забирают ежегодно с сентября месяца, как только начинается учебный процесс, кто какие предметы берут. Дипломы сопровождаются, личные дела копируются. Особенное внимание именно этим учителям. Те, кто добровольно вернулись из Сирии и прошли адаптацию, готовы вести совместную профилактическую работу с органами правопорядка и лично рассказывать об увиденном и случившемся, лишь бы больше никто из земляков не попался на уловки вербовщиков. Молодой парень на видео подробно рассказывает, как познакомился с преступниками, о чем говорили и как умеют вербовщики играть на личных чувствах. Защита, акция под таким названием, проходит по всей стране. Сотрудники правоохранительных органов путем постоянных профилактик пытаются защитить молодежь от глобальной проблемы. Инспекторы ПДН часто посещают школы, ведь именно там должны первыми заметить, если ребенок ведет себя странно. Номера инспекторов ПДН находятся у вас вот здесь в правовом уголке, в коридоре вывешены. Позвоните, скажите, что кто-то вам угрожает, кто-то хочет вас настроить на что-то, кто-то с вами проводит какие-то беседы на эту тему. Мы разберемся, мы защитим вас, поэтому не бойтесь. Учитель Роза Дзейгова сегодня выступает не в привычном для себя образе. Она обращается к ребятам как мать 5 сыновей. Учитель повторяет, что самым главным авторитетом для детей всегда должны оставаться родители. Есть много людей, которые хотят, чтобы тот или иной человек пошел за ними, но это не всегда правильный путь. Поэтому вы должны выбрать тот путь, который вам предлагают родители, пока вы сами не станете совершеннолетним. Старшеклассники в эти дни заняты подготовкой и сдачей единого госэкзамена, поэтому в зале учащиеся среднего звена. И хотя разговоры здесь сегодня далеко не детские, но ситуация в мире диктует свои правила. Взрослые делают выводы, что необходимо заполнить все пробелы в умах детей, чтобы те не попались на уловки преступников. Пройденный материал усвоен. В нашей классе все занимаются спортом, они очень умные. Но я не поверю, что кто-нибудь из них поедет туда. Я сделал для себя такой вывод, что нельзя уезжать в ИГИЛ. Я считаю, что это неправильно. И у меня и так времени нет. Я занимаюсь футболом, дзюдо. У меня нет на это времени. Если к вам походит чужой человек, не надо его слушать, убегайте от него, он может схватить и убежать. Благодаря новому интернет-проекту «Розыск Ингушетия» даже подросток сможет поделиться с полицией информацией о сомнительных лицах и о возможном местоположении разыскиваемых. К концу встречи школьникам раздали флаеры с номерами телефонов и адресами во всех соцсетях, куда можно обратиться анонимно. Зарема Ивлоева, Рамазан Миржоев, Новости 24.